О том, как будет развиваться Арктика, как в этом процессе будет участвовать бизнес, как обеспечить транспортную доступность отдаленных регионов и многие другие проблемы, связанные с северными территориями, обсуждают в эти дни на Северном форуме по устойчивому развитию, проходящем в Якутске. И мой собеседник сегодня доцент кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук Российской академии наук и госслужбы, координатор экспертного совета экспертного центра ПАРА Александр Воротников. Александр Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Ситуация вносит свои коррективы, и это мероприятие проходит большей частью в онлайн-режиме. Насколько это удобно и, самое главное, продуктивно? Понятно, да, в общем-то, все мы живем сейчас в не очень простой ситуации. Все, что это связано с пандемией, с коронавирусом. Но я считаю, вариант вот этого участия онлайн, он, в принципе, неплохой. Вот я даже могу по сути работы сказать, опыту. В общем-то, время больше экономится, да, надо меньше ездить, а больше тратится время на участие, да, там конференция в режиме онлайн, в Zoom и так далее. Ты экономишь все время. Но в то же время, да, общение офлайн, да, личное общение дает очень много, да, для участия, для взаимодействия. Но в этой ситуации, я считаю, общение онлайн достаточно полезно и перспективно. Если говорить о целях и задачах этого форума, то каковы они, на ваш взгляд? Тут ответ, с одной стороны, он совершенно очевидный, да. То есть, понимаете, вот смотрите, арктическая повестка для России сейчас становится одной из самых важнейших. То есть принимаются новые законы. Растет активность России в Арктике. Соответственно, естественно, необходимо эту тему обсуждать, нужно находить общие точки зрения и понимать, какие существуют перспективы действия и деятельности России в Арктике. И вот как раз форум дает для этого очень большие возможности. Именно сам форум по устойчивому развитию, он очень важен. Почему? Потому что здесь не только присутствует официальная точка зрения, скажем, государственная, а здесь еще есть точка зрения тех регионов, которые участвуют в Северном форуме. Это все-таки не просто площадка форума, да, это еще и здесь развивается та политика, которая формируется в международной организации Северный форум. И вот это дает возможность сталкивать, смотреть до точки зрения, которые предлагаются не только федеральными правительствами, иностранными правительствами, но и те точки зрения, которые формируются у местного сообщества, арктического сообщества. Это очень важно, да, что мы можем понимать то, что хотят вообще сами люди, которые живут в Арктике. Расскажите, а какие площадки проводит ваш экспертный центр? Экспертный центр ПАРА, который я представляю, являюсь там координатором экспертного совета этого центра, мы вообще участвуем во многих площадках, это во-первых, а во-вторых, некоторые площадки организованы с нашим участием. Какие? Я сейчас приведу вам примеры, да, в общем, для нас очень важен тот опыт, который есть у России, есть опыт других стран, это взаимодействие государства и бизнеса в арктической зоне. Вторая экспертная сессия, которая организована была нашим центром, это совместно с Министерством, Арктическим министерством Республики Саха-Якутия, это арктический вектор. То есть это те проблемы, которые возникают у малочисленных коренных народов Севера. И еще одна большая экспертная сессия, которая проводится при участии ПАРА, она была посвящена международным аспектам взаимодействия в арктической зоне и международным аспектам реализации стратегии развития арктической зоны до 1935 года. Давайте вернемся к взаимодействию государства и бизнеса. Насколько бизнес заинтересован в развитии Арктики и какие положительные тенденции уже есть в этом направлении? Немножко вам неправильно сформулировано. Что значит бизнес заинтересован в развитии Арктики? Бизнес заинтересован в прибыли. Если бизнес, мы говорим, что бизнес заинтересован в развитии Арктики, это неправильный бизнес. У бизнеса вообще основная цель – это получение прибыли, иначе это не бизнес. А задача государства, да, сделать так,
чтобы бизнес зарабатывал прибыль, но при этом решал государственные задачи, те, которые вот государству нужны. И вот, соответственно, почему вот принят закон о поддержке, государственной поддержке предпринимательства в арктической зоне, да? То есть государство указывает бизнесу, вот нам нужно развивать такие-то сферы, да, мы должны, вот как бы, нам было бы интересно, чтобы вы работали там, за это вы получаете определенные преференции. Там налоговые послабления, да, скажем, но в то же время выполняете определенные условия. Вот, скажем, для той же Арктики, да, мы будем вам давать льготы, да, там налоговые послабления на столько-то лет, да, там достаточно большой срок, но вы обязаны стать резидентом арктической зоны. Вот вы будете работать в Арктике только тогда, когда вы становитесь резидентом арктической зоны, это официальный статус, да, в соответствии с законом, и вы начинаете, реализуя какой-то проект в Арктике, вы действуете по тем правилам игры, которым установил государство. Вот это вот как раз самый важный момент, вот в чем заключается вообще, да, вот государственная политика, вот в чем заключается вообще вот, как государство должно указывать бизнесу, что они должны в Арктике делать. А ведь на основании этого вообще потом начинаются формироваться различные фонды насчет из той прибыли, которую будут давать эти компании. А эта прибыль уже получаем, она будет аккумулироваться в определенном фонде, и вот этот фонд пойдет вообще на развитие местных сообществ арктических регионов. На ваш взгляд, какие меры и механизмы должны применяться государством, чтобы остановить отток населения и привлечь в Арктику трудовые кадры? Ну, вообще такой, знаете, вопрос, он, конечно, как бы риторический, да? То есть вот эта тенденция, которая сложилась в арктической зоне, ну, она была вызвана той политикой, которая в последнее время в Арктике реализовывалась, да? То есть используется вахтовый метод, да, Арктика как бы становилась именно центром извлечения прибыли, и, в общем-то, очень мало задумывались о том, а что вообще сделать для того, чтобы в Арктике люди лучше жили, да? И впервые вообще эту задачу сформулировал совсем недавно президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Он сказал, да, что качество жизни в арктической зоне должно быть не хуже, а в некоторых случаях даже и лучше, чем, ну, назовем так коротко, слово понятное для людей, на материке. И вот это сейчас политика притворяется. Да, установлены те задачи, которые должны поднять качество жизни в арктической зоне. Соответственно, естественно, что без развития бизнеса в Арктике качество жизни поднять нельзя, потому что откуда должна появиться прибыль для улучшения. Для этого принят закон о развитии, о государственной поддержке предпринимательства. Но вот как удержать людей в Арктике, да? То есть вообще, как решить кадровую проблему в Арктике? Это вообще очень серьезный вопрос, и он очень непростой. В чем его смысл? Да? Вот мы проводили уже несколько мероприятий, связанных с этой темой, тем более мы очень плотно работаем с агентством по развитию человеческого капитала Дальний Восток и Арктика. И видно, да, что, в общем-то, проблема в Арктике очень большая. Очень мало регионов, где население растет. В большинстве случаев население сокращается. И самое интересное вообще, даже в Арктике не хватает именно рабочих профессий. В Арктике не хватает врачей, в Арктике не хватает учителей. Это проблема не только Якутии, это проблема многих регионов. Что для этого делать? Вот сейчас мы совместно с агентством стратегических инициатив, совместно с агентством по развитию человеческого капитала формируем такую программу. Мы начинаем сейчас с более узкой темы, это рабочие кадры для Арктики, да, чтобы, потому что рабочих в Арктике фатально не хватает во многих регионах, даже строителей не хватает, не говоря о других профессиях. Для того, чтобы привлекать людей в Арктику. Вообще вот и тема-то деятельности нашего экспертного центра «Пора» именно вызвать интерес людей к арктической зоне. И, в принципе, понимаете, вот сейчас эта ситуация, она удается, да, вот такой тренд, как неприятие Арктики, непонимание, что Арктика нужна государству, он постепенно начинает исчезать. Вот даже среди молодежи возникает четкое понимание, что в Арктике вообще нужно и можно работать, да. И вот сейчас даже Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и совместно с агентством
по развитию человеческого капитала провели конкурс среди молодежи, которые хотят в Арктике работать. И вот, в общем, как показывает уже вот тот небольшой опыт по изменению ситуации, он уже есть. И на самом деле, в общем-то, среди молодежи формируется такая четкая тенденция, что они, в общем-то, Арктика, как вот тот регион, где можно испытать свои силы. Да, вот для молодежи Арктика становится одним из лозунгов, одним из мест приложения своих знаний и компетенций. Ну и в завершении беседы, что вы ждете от этого форума, который проходит в эти дни в нашем городе? С моей точки зрения, первое, что должно быть, вот сейчас в ближайшее время будет подписана президентом стратегия развития арктической зоны до 1935 года. Сейчас обсуждается уже программа социально-экономического развития арктической зоны Российской Федерации. Я думаю, что по итогам форума, первое, должно быть сформулировано предложение федеральные документы по развитию арктической зоны до 1935 года. Второе. Вот реализуется собственная стратегия развития арктической зоны Республики Саха-Якутия до 1935 года. Я думаю, вот участие многих специалистов из самой республики, специалистов из других регионов должны быть развиты, да, и дополнены предложения по развитию арктической зоны Республики Саха-Якутия. И в-третьих, я считаю, что вот сейчас именно совершенно очевидно, что форум состоялся, форум дал очень большие положительные результаты. Мы должны сформулировать предложения, которые должны быть обсуждены на следующем, уже на очередном третьем форуме. У меня, кстати, вот такие предложения есть, я уже встречаюсь с людьми. И вот для меня очень важно, об этом на форуме совсем не говорилось, об использовании научного потенциала Республики Саха-Якутия. Потому что вот я сегодня встречался с химиками, да, вот, которые здесь занимаются химическими проблемами. То есть у республики есть очень большие достижения в области биохимии. И вот я думаю, этот вопрос вообще надо выносить на обсуждение следующего форума по устойчивому развитию, потому что есть достижения ученых Саха-Якутии в этой сфере, и это надо посвятить этому целое мероприятие. Потому что вот вы, может, даже не знаете, что учеными республики разработан препарат, который вообще очень дает хороший результат по борьбе с коронавирусом. И уже это используется, и даже в Якутии это было уже реализовано и использовано. И вот это вот надо результаты все посмотреть, потому что, в общем, в республике есть очень хорошие достижения. Надо вот больше придать форуму, уйти от такого пиаровского, да, вот направления, более конкретику серьезно, да, обсуждать же серьезные проблемы, а не только вот, ну, скажем, знаете, вот у форума есть две составляющие, да, это вот пиаровская, вот вы понимаете, о чем я говорю, да, вот показать, продвинуть, есть сущности, и вот больше уйти в сущность. Александр Михайлович, я благодарю вас за беседу, спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью», и разговаривали мы сегодня о развитии Арктики. До встречи в эфире.